Добрый день, помолимся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе! Кырса Бевзахей! Присаживайтесь, пожалуйста. Я рад приветствовать вас вновь на нашей встрече, посвященной изучению Священного Писания Ветхого Завета. В эти пасхальные дни. Ну что, прежде всего я хочу поздравить с праздником Жен Мироносец. Это ваш, большей частью, именной праздник. Да, это очень знаменательное в истории церкви событие. Бесстрашие женщин, которые, проявляя заботу и любовь о Господе, прошли через все испытания по дороге, потеряв большую часть учеников, которые, как вы знаете, разбежались, и это были мужчины. И женщины дошли до самой Голгофы. А женщины дошли до самого креста. Из мужчин там был только Иоанн, ученик Господа, любимый, да? То есть это то, что мы называем ответной реакцией. Иоанн Богослов говорит, первая любовь – это та, которую Господь возлюбил мир, когда мы еще все были грешниками. И эта обратная реакция, она от Жен Мироносец как раз и исходила. То есть они эту любовь Господа приняли, они ею вооружились, они ею наполнились, и дальше, вместе с Иоанном Богословом, и дальше произошло чудо. Они оказались на Голгофе у креста. Они в тот период, когда это все знают, все читают, ученики собрались в Сионской горнице, страха ради перед иудеями, женщины пошли помазать. И они оказались апостолами, возвестившими радостную новость самим апостолам, которые боялись и прятались. Это чудо, бесстрашие, которое явило благодать именно через женщин. И поэтому церковь воспоминает, в это третье воскресенье, воспоминает память Жен Мироносец, что, конечно, и для языческого, и для античного периода, и для Востока, и для Запада это несколько, вы знаете, странно. Женщина – это же неравноправное существо, вы же понимаете, да? Часто мы даже читаем в Священном Писании, 600 тысяч человек вышло, 5 тысяч человек накормил, кроме женщин и детей. То есть статус женщины социальный вы прекрасно понимаете. И тут вдруг такое чудо. Помимо Богородицы, еще мы Жен Мироносец так привечаем. И это очень важно для нас, поэтому еще раз вас с праздником. Это ваш праздник, потому что и в годину гонений современных, не только древних у иудеев или язычников, современных, советских, когда была запрещена церковь, когда были запрещены все обряды и ритуалы, когда закрывались храмы и репрессировалось духовенство, кто пронес этот огонь веры? Кого не спросишь, кто покрестил? Бабушка, тайна, мама, тетка, еще кто-то. Кто приходил в храм и не боялся, стоял, молился, несмотря на то, что вызывали на ковер и так далее. Женщины и мужчины, они крепко держались за что? За свою работу. Правда же? А женщины, они и работали, и страну поднимали, и церкви сохраняли. Поэтому от лица, наверное, духовенства низкий поклон. И церковнослужителей, и священнослужителей. С другой стороны, поскольку сегодня это нестроение церковное в нашей Абхазии, среди духовенства, коснулось вчера и сегодня и Новоафонскую обитель, я тоже хочу одну такую вещь сделать, тоже публично. Я хочу за то искушение, которое ввергает, как мне кажется, духовенство мирян, попросить перед всеми прощения. Там еще двое. Да, пожалуйста, конечно, все двери открыты у нас для всех. Я хочу попросить прощения, потому что нет ничего страшнее искушения
в области веры. Наши частные страсти, то, как на нас мир воздействует, это, конечно, одна сторона вопроса. Но мы приходим в церковь, мы приходим, взбираемся на этот... Да, пожалуйста, присаживайтесь. Взбираемся на этот корабль для того, чтобы спастись. Издревле церковь воспринималась как корабль, на котором утопающее человечество плывет вот в тихую гавань спасения. И если в самой церкви от лица будто мирян, церковные или священнослужители, люди испытывают вот эти искушения и испытания, связанные с их религиозными взглядами, духовной жизнью, внутренней духовной жизнью, духовностью, то есть люди идут ко Христу и вдруг на пути нестроения от лица своих же. Это страшная беда, которую Господь охарактеризовал словами, вы помните, да, если кто искусит малых сих в вере, лучше ему было жернов надеть на шею и вернуться в море, чем вот, собственно говоря, этой беде произойти. Поэтому я прошу прощения за все те нестроения, которые вот у нас происходят, они по многим причинам, к сожалению. Но, тем не менее, это пасхальное время цветной триодии, согласно уставу, когда мы поем «Христос воскресе», когда мы воспеваем этот гимн, который не просто такая красивая фигура речи, а это смысл и цель нашей устремленности, это конечное, а точнее бесконечное состояние, к которому призван человек. Очень многие ведь задаются вопросом: цель жизни, смысл жизни, еще там что-то, как-то вот определения какие-то, целые философские школы этим занимаются на протяжении всей человеческой истории. Вот. Хочу повторить слова одного святого отца, который говорил, что суть каждой вещи человек может познать, поняв смысл Голгофы, то есть распятия. А познав смысл воскресения, перед человеком открывается бесконечность. Бесконечность ответов на все вопросы и все вопрошания. Ну, почему мы надеемся сегодня, изучая Слово Божие, мы немножечко этого тоже коснемся. Поэтому 17 глава у нас книги «Исход». Читать мы будем по одному стиху. Мы с вами о чем говорим? Мы говорим об исходе. Это тот прообраз Пасхи, ветхозаветный прообраз новозаветной Пасхи, когда еврейский народ вышел из египетского плена и ведется в новую землю для начала новой жизни, самостоятельной жизни и свободной жизни. Но это не просто, как мы с вами часто подчеркивали, такое решение, вы знаете, под влиянием каких-то социальных, да, вот, воздействий, экономических, там, я не знаю, политических. Нет, вождем израильского народа был у основания, продолжает оставаться сам Господь. Господь выводит, под водительством Господа Иосиф, вы знаете, вместе с семьей попадает, вот полсотни человек попадает в Египет, и Господь же выводит весь этот народ, и Господь ведет, то есть идет, как говорится, вот этот педагогический процесс, процесс детоводительства. Педагог, дядька, который, педагогус, это дядька, который в античный период смотрел за ребенком, за юношей, отводил в гимнасии, смотрел, чтобы он не делал никаких предосудительных вещей, приводил домой, следил за тем, как человек занимается, растет и так далее, и так далее. Вот весь Ветхий Завет называется педагогом, то есть вот таким водительством, подготовлением человечества к принятию Христа. Первый стих, пожалуйста. Покинув пустыню Син, община сынов Израилевых шла небольшими переходами, следуя указаниям Господа. Да. Вот смотрите, о чем здесь говорится. Покинув эту пустыню, покинув Египет, идя по пустыне, народ не просто абы как сам путешествует, да, движется. Он движется согласно водительству. Почему это важно и почему это очень часто подчеркивается
бытописателем и автором этих 5 книг, да, Моше. Потому что история израильского народа — это не просто история, складывающаяся под какие-то, да, случайности и так далее, и так далее. Это мета-история, в ней всегда присутствует действующее лицо. В ней активен сам народ, и мы часто видим, что народ активен в чем? В грехе. В грехе. Народ активен, вот где нарушить заповедь, да, где ответить Господу потом, не сейчас, в следующий раз. Вы видели это на примере Авраама, Исаака, Иакова, Иова, 12 патриархов, нахождения в Израиле. Вы видите, что ропот, противодействие воле Божьей. И с другой стороны, Господа, который всегда верен народу, нет. Человечеству нет, себе. Как говорят пророки, не имея ничего большего, Господь клянется самим собой, своим именем. Вот, и поэтому у нас история такая, знаете, вот как в механизмах из 2 действующих составных частей. Народ противостоит Богу, Бог верный себе продолжает благодетельствовать этот народ. Опять народ противостоит, то есть не так, чтобы, знаете, народ там вот восстал против, не выполнил каких-то требований Всевышнего, и Господь все махнул на них рукой, вот как во времена Ноя, да, вот потопом всех смыл, уничтожил этот. Мы, если так будем делать, думать о Господе, да, то вот святые отцы нам как говорят, не называйте Бога праведным судьей. Да, мы с вами часто об этом говорили. Он не судья. Если бы он был бы судьей, мы бы не прожили и какого-то очень небольшого периода времени. Бог есть любовь. Вот в чем откровение Нового Завета. Другое дело, воспринимает это человек или нет, понимает он это или нет, живет он в этом или нет. Это второй вопрос. Но Бог всегда есть любовь. И когда мы в Ветхом Завете наблюдаем вот эти вот проявления божественной благости, мы должны понимать, что вот здесь, когда это не то, что человеческие какие-то интерпретации событий, да, вот ты что-то там сделал, и кара Божья. Да? Вот как часто мы читаем у Иова, Бог дал, Бог взял. Но это не слова Бога. Это не слова Бога. Мы, конечно, любим это повторять, но кто нам сказал, что Иов был прав? Ведь Господь в конце обличает Иова. Мы забываем об этом. Мы как бы вот цитаты так вот дергаем, которые нам нравятся. Кто источник бед в жизни Иова? Конечно, не Господь. Пришел дьявол вместе с сынами Божьими. То есть вот кто источник бед, а вовсе не Всевышний. Попущение Божие – это совершенно другое. Мы с вами об этом уже говорили. Это совершенно другая стезя. Абсолютно другая. Понятие свободы всегда тесно сопряжено с понятием любви. То есть, в отличие от человеческой любви, у Бога нет удушающих объятий. Вот митрополит Антоний Сурожский очень часто об этом размышляет. Да, вы знаете, это немножко другое. Господь дает возможность человеку действовать самостоятельно. Не то, чтобы так отпускает его, да, вот делай, что хочешь в своих путях, как фараона, например, когда у него сердце ожесточилось. Нет, он вот это попечение о человеке, грешном, безусловно грешном, потому что грешники и израильтяне, и египтяне вот в данном контексте. Он предоставляет, любовь всегда предоставляет свободу. Любовь без свободы, как и свобода без любви, они не бывают. Если мы говорим о настоящей свободе в Духе Святом. Другое дело, что человек раб греха, у него страстная натура. И если под свободой понимать пресловутое самовыражение индивидуальности, то вы же прекрасно понимаете, как христиане, да, и уже знакомы со Словом Божьим, если страсть коренится в самом человеке, то она и сама... Ну, на самом деле, если вы просеиваете, да, то, конечно, камушки-то и останутся. Вот эти камушки – это наши грехи. Если мы будем самовыражать нашу так называемую индивидуальность, то есть собрание каких-то там часто встречающихся и повторяющихся на самом деле особенностей,
Слушайте, у людей даже выражение лица иногда одно и то же, да, вот в разных частях света. Уж в плане самовыражения страстей ничего нового нет. Вот эти 7 смертных грехов, они как колесо крутятся, они везде одинаковые, во всей эпохе одинаковые, ничего нового не бывает. Вот если речь не об этом, а о личности, как образе Божьем. Мы же говорим, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Да? Вот если речь идет о личности, не об индивидуальном проявлении грехов своей природы, а вот о том уникальном «я», которое нельзя обозначить никаким вопросом, кроме «кто», да? и которое соединяет, делает нас подобным Всевышнему, уникальными. Но эта уникальность, она не в природе, не в страстях, не в переживаниях, не в эмоциях, не в этом, потому что это все одинаково. Вот, вы всегда увидите одни и те же эмоции. Вот, шоумены, они везде, во всех частях света, одинаково играют на струнах. Ну, то же самое. Музыка, да, хорошие картины, ну, любые произведения искусства. Почему они в любой части света трогают человека? Потому что они задевают одни и те же струны одной и той же человеческой души. Там ничего уникального нет. Воздействие Мона Лизы там, или какого-нибудь собора замечательного, оно всегда будет одинаково. Вопрос заключается в другом. А вот что-то уникальное, что не сводится к этим свойствам, вот оно и роднит нас со Всевышним. И когда мы говорим о проявлениях человеческой свободы, о проявлениях личности, мы должны понимать, что во всей полноте это дело человеческого спасения раскрылось только во Христе. Мы не видим этого яркого проявления ни в пророках, ни в каких-то других людях Божьих, которые выполняли волю Божию на протяжении всего Ветхого Завета. Но вот единая ипостась Господа Иисуса Христа, объединившая две природы, божественную и человеческую, и исцелившая в самом себе человеческую природу, вот она раскрывает нам эту тайну. Правда, об этом никто не задумывается, об этом не будут говорить ни на телевидении, не писать в популярных журналах, ни по радио вы не услышите. И открыв интернет, первые паблики, вот они не будут посвящены человеческому спасению, человеческой уникальности, возможности жизни во Христе, самовыражению, смыслу. Нет. Там все играет очень тонко на страстях. И вот здесь Моисей, возвращаясь к этой теме, он подчеркивает постоянно, мы это едва ли не в каждом стихе будем обнаруживать, под водительством Господа идет народ. Это не просто их желание убежать от какого-то, попасть в какую-то лучшую страну или лучшее место, обустроиться там и так далее. Нет. Ведет Всевышний, и конечная цель людям даже еще не совсем известна, они еще не совсем понимают. Им сказано, место, где течет мед, да, ну, кисельные реки и молочные берега. А где это, что для этого нужно? Они ведь не знают, они идут ведомые верой. Как Авраам вышел с севера, с Месопотамии, и как бедуин кочевал вниз к Египту, и к чему он был влеком? Верой. Поверил Авраам, и вменилось ему это в праведность. Почему? Он поверил Богу, и свойство божественной праведности вменилось ему. Вот здесь то же самое, только теперь народ с юга, да, вверх поднимается, вот, идет в эту самую землю обетованную. Следующий стих. Они остановились в Рефидиме. Да, Рефидим. Там не было воды, нечего было пить. Да, вот. Эй, Май, не было воды, лишь тот пить, ну, что пить народу, напиться народу, глагол шата, пить, напиваться. Люди пришли в местность, но вы понимаете, 600 тысяч человек, это далеко не простое количество людей. Это не просто там какой-то небольшой отряд, который движется. Они приходят в пустыне, еще со скотом вышли. Люди с семьями, там маленькие дети и так далее. И вот они приходят в местность, где нет воды. И, конечно, а это все жители Мицраима, достаточно одной из самых цивилизованных стран древнего мира, Египта.
Да, и вот они выходят куда-то в местность за пределами цивилизации, никого ничего нет, только пустыня, ну все, это гибель. Что происходит с народом? Следующий стих. Люди стали обвинять Моисея. Дай нам воды, требовали они. Мы хотим пить. Вот. Первое. Второе. Третье. Каждый раз, что мы видим? Народ начинает роптать. И помните, они роптали в Египте во время этой самой не казни, во время казни, когда ожесточалось сердце фараона, они говорили: вот нас теперь убьют, нас теперь египтяне уничтожат, это все из-за тебя, мы жили рабами, но хотя бы нас питали нормально, мы как-то трудились, а теперь все из-за тебя, мы все погибнем. Вот этот ропот постоянный. Отсутствие воды очень интересная вещь. Сейчас мы ее коснемся. Следующий стих. Зачем вы обвиняете меня, сказал Моисей? Зачем вы Господа испытываете? Да, вот интересно. Обвиняете меня, испытываете Господа. А почему так? А потому что ведет Господь. Вождем является не Моисей. Вождем является Господь. Огненный столб ночью и белое в виде облака днем ведет народ. Не Моисей выбирает путь. И весь стан Израиля это видит. Это мы коснемся, когда будем говорить о том, что такое царственное священство, народ взятый в удел. Не Моисей указывает путь. Весь народ, все 12 колен, все 600 тысяч человек видят этот столб и движутся за Господом. Это очень интересно. А что касается Священного Писания, что касается воды, образ воды очень часто в Священном Писании означает Слово Божие. Слово Божие. Вспомните беседу с самарянкой. Что там Господь просит? Да. И самарянка думает, что речь идет о колодце и воде. На что получает ответ: если бы ты знала, кто просит у тебя воды, ты бы сама попросила. То есть она еще находится в плену не метафора, а буквального восприятия. Есть колодец, сидит человек, значит, нужно подчеркнуть, напоить и так далее. А он говорит о чем? Он говорит о духовной жизни. И когда она понимает, то тут же переводит разговор на то, где нужно молиться, какая вера истинная, и чем самаритяне отличаются от иудеев, и так далее, и так далее. То есть ее интересуют какие-то свои вопросы, и более того, она еще и благовествует жителям своего города. Таким образом, почему вода? Ну, понятно, почему вода. В пустыне что такое вода? Да, это жизнь. Слово Божье – это тоже жизнь. То есть понятно, почему это такое метафоричное, да? То есть люди, благодаря этому, они слышат голос Божий. Вот можно услышать Бога в своей жизни? Мы с вами христианами именуемся, а мы слышим голос Божий. Где его можно услышать? Ну вот вы держите в руках книгу. Это что? Это Слово Божие, да. Когда мы его читаем, мы беседуем со Всевышним. Далее, когда Святой Дух общается с человеком. Ну вот плоды Святого Духа все знают, да? Мир, долготерпение, любовь. Так кто же разговаривает с человеком, когда человек все это ощущает? Чей это голос? Возникает другой вопрос. А можно перебить голос Божий? Бога можно перебить? Ну, вспомните, как Христос беседовал. То есть фарисеи, саддукеи, радиане и прочие окружавшие, даже иногда ученики, они с легкостью это делали. С легкостью. Вообще никаких проблем. Перебить Всевышнего. 600 тысяч евреев подойдет к горе Синай, и все они как один услышат громы и молнии, они услышат голос Божий, когда будут давать заповеди, когда будет даваться вот этот кодекс. Там, конечно, перебить возможности нет. А вот когда говорит Христос, да, конечно, и ударить в ответ можно.
Безусловно. Другое дело, что жажда слышать голос Божий, она внутри каждого человека, потому что душу и тело человека создает Всевышний. Она естественным образом тянется к Всевышнему. Никакие земные блага не удовлетворяют душевные и духовные потребности. И физические потребности можно удовлетворить, духовное и душевное человек все равно останется неудовлетворенным. Кстати, вот в нашей стране, в Советском Союзе, вот этот большой поток интеллигенции, который еще в 60-е годы, ну вот проповедь отца Александра Мени и прочих священников, да, 80-е годы, какое количество пришло в церковь? В поисках чего? Минимальные потребности человеческой жизни были удовлетворены, квартиры все имели, кусок хлеба был у всех, какой-то заработок такой стабильный, когда человек не думал, там, не боялся завтрашнего дня, тоже существовал. Люди пришли в церковь. То есть вот эта вот подача 20-х годов, что вот мы решим все социальные проблемы, и люди от церкви сами собой, церкви сами собой. Голос Божий звучит в сердцах. И человек, безусловно, на это откликается. А когда не звучит, человек мучается, он ищет. Это мучение поиска. Когда человек ищет, когда мы ищем необходимую утварь или вещь, которую хотим купить, весь мир мы можем перелопатить. А когда человек ищет Бога, он на все способен. Вот. Так, у нас здесь... Вот у нас говорит апостол Павел, послание к евреям. «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Это как раз тот самый ропот, помните? И манна нам надоела, и мясо нам нужно, и воды тут нет, и того здесь нет, и сего тут нет. Это ропот. Как где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Видели, что Господь заботится, и искушали. Посему я вознегодовал на он и народ и сказал: непрестанно заблуждаются сердце, не познали путей моих. Посему я проклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, шаббат. Покой мой, покой Господень. Ключевая фраза в Ветхом Завете и в Новом тоже. Это тот душевный мир, это то духовное, как мы говорим сегодня, равновесие. Вот. Это то состояние души, которое не к апатии имеет отношение. Не когда человек теряет жизненную энергию и ему ничего не хочется, ну вот все эти признаки депрессивных и прочих состояний, да? Нет. Покой – это когда человек соединяется со Христом и по-другому уже смотрит на сегодняшнее состояние, на перспективу своей жизни. Соединение со Христом – это другое состояние. Какой покой? Христос воскрес. Смерти больше нет. Где твое жало, да? Ад, где твоя победа? Ад разрушен, поем мы на Пасху. А чего мы тогда боимся? Чего тогда мы страшимся, как эти неразумные апостолы в Сионской горнице? Если Христос воскрес, то... И дальше вот мы слушаем каждый раз, каждое воскресенье, каждую службу мы слушаем в храме, что все это для нас означает. Это совершенно иной взгляд, потому что это взгляд человека, который становится близким, соратником, братом, другом кому? Господу. Господу, вочеловечившемуся Богу. И он говорит: смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Это уже в Новом Завете говорит апостол Павел. Почему? Потому что сердце лукавое и неверное, что значит отступить от Бога живого? Оно как бы воспринимает
Христа. Как бы. Мы с детства знаем, что значит «как бы». Другое наименование понарошку. Да, мы как бы христиане. А что христианского в нашей жизни? Мы как бы верующие, мы как бы ходим в церковь. И самое главное, мы как бы участвуем в таинствах. Покреститься, чтобы все было благополучно в семье. Причаститься, чтобы дети не болели. Разве в этом смысл? Это связанные вещи, но разве смысл в этом? Разве смысл кроется не глубже, нежели просто физиологическое благоденствие? Конечно, кроется намного глубже. Кроется в сердце и душе человека, там, внутри. И вот поэтому Господь и говорит: устами своими чтут меня. То есть, Господи помилуй, мы можем 40 раз пропеть. Там 12 раз, 3 раза по 40, что угодно можем сделать. Но сердце их далеко отстоит от меня. Ну вот то, что мы, допустим, в Священном Писании Нового Завета фарисейство называем. Вот это скрупулезное исполнение всех этих обрядов, ношение специфической одежды, внешнего вида соответствующего, да, и так далее, соответствующего какому-то православному, как это сейчас говорят, дресс-коду. Вот. Но на самом деле это ничего общего со Христом не имеет. Вот вы видите людей, облаченных во все христианские атрибуты, по делам можете судить. Да. Теперь, что касается этого слова «робота». Да, вот «Ваярев гаям и маше». Риф – это спорить, ссориться, припираться, судиться, вступаться. То есть вот что они делают с Моисеем, да? Вот в какое состояние они вступают, какие отношения они вступают с Моисеем. Они спорят, они ссорятся, они припираются, они укоряют его, делают ему выговор. И «Вайомер лагем Моше», и сказал этому народу Моисей: «Ма триву имади, ма несу это Адонай». Зачем, ма триву, спорите, ссоритесь со мной? Зачем испытываете, искушаете Адонай, Господа? Вот это двойное действие, то есть вы в моем лице что делаете? Противопоставляете себя Богу. Вот когда мы будем говорить о божественном откровении самому Моисею, Моисей ведь хотел видеть Бога, да? И Господь говорит: лицом к лицу человеку Бога увидеть нельзя. Почему нельзя? Потому что когда ты выступаешь лицом к лицу, ты противопоставляешь себя субъекту. А противоставлять себя Богу невозможно. Это смерть. Поэтому невозможно увидеть Бога и остаться живым, говорит Священное Писание. Но, когда я буду проходить, говорит Господь, увидишь, и там очень хороший славянский перевод, задняя моя, то есть вслед. А вслед почему? Потому что когда ты следуешь за Богом, это совершенно иной модус, это совершенно другой вектор движения. Это ты следуешь за Всевышним по пути созидания, по пути жизни. Поэтому противопоставлять себя Богу, ну, это понятно, он спрашивает, зачем вы это делаете, вы же знаете, к чему все это приведет. Это приведет к смерти, к аннигиляции. Зачем вы это делаете? Для чего? Тем более, что вы уже видели манну небесную, вы уже видели перепелов, то есть мясо, которое вы хотели. Но что такое эти испытания, отсутствие там еды, отсутствие там какой-то воды на какой-то период?
Да, любые испытания, взаимоотношения между людьми, которые складываются. Вот что это такое? Это состояние человека, когда Бог искушает человека. Нисколько. Потому что апостол Иаков говорит в Священном Писании, да, в своем послании, никто не говорит, что Бог тебя искушает. Сам человек искушается от своих страстей и похотей. Бог есть любовь. Он не посылает испытания или искушения, чтобы посмотреть. Ты влеком той страстью, которая естественным образом, причинно-следственной вот этой вот связью приводит тебя в какое-то состояние жизненное, то или иное. Другой вопрос, видишь ли ты это? Осознаешь ли ты это? Вот опыт показывает, что подавляющее большинство людей этого не видят, этого не осознают, к этому не имеют никакого отношения. Они не понимают, что у них там в жизни происходит. Поэтому древний мир благополучие человека усвоил чему? Колесу фортуны. Когда мы желаем человеку счастья, мы отводим человека куда? Мы же не о блаженстве говорим, мы отводим его вот к этим древним богам, которые приводят нашу жизнь к благоприятным стечениям обстоятельств. Никто же не говорит, что стечение обстоятельств связаны с нашим внутренним состоянием. Нет, мы боимся этого. Мы этого боимся, потому что мы не живем духовной жизнью. Что значит не живем духовной жизнью? Мы не обращаем внимания внутрь себя. Мы обращаем внимание только на физиологические потребности, которые нас с детства приучают тут же удовлетворять. Голод, голод. Ну, жажда, жажда. Ну, есть же и остальные, да? Тут же бежать и их удовлетворять. Разбираться в себе это, да, это исключено. Вот колесо фортуны, которое вот это стечение обстоятельств якобы человеку преподносит, якобы это случайности в мире, но даже сегодня уже никто о случайностях не говорит. Ну, квантовый мир не знает никаких случайностей. Вот почему до сих пор мы желаем счастья вам? Вот, я не знаю. Состояние блаженства – это несколько другое. Это состояние человека, который верит Господу, который знает, что блаженство – это удел Всевышнего. Это состояние, которое человек обретает вот в этой субботе Господней, в покое. Ведь недаром эта суббота, как заповедь, не делая ничего, так, была дана человеку. Она что? Она мобилизовывала, она дисциплинировала. Но для чего? Что она показывала? 6 дней делай дела твои, а 7 Господу. Да брось ты эти дела, ничего не случится, если ты в 7-й день там осленка не отвяжешь, козленка не привяжешь, я не знаю, там на рынок что-то еще не произойдет. Обрати же в конце концов на самое главное, на свое отношение с Богом. Вот почему день покоя. То есть это тоже прообраз. Итак, Моисей говорит, я всего лишь служитель этими словами. Я такой же служитель Господа, как и все вы. Не я вас вывел, вывел вас Господь. И если вы это понимаете, то значит, проявляя свой опыт, вы проявляете его по отношению к кому? Я всего лишь посланник, значит, против кого вы восстаете? Он их предупреждает, то есть говорит, с кем они, спрашивают, чего они желают. Так, 3 стих, пожалуйста. Люди страдали от жажды и упрекали Моисея. Зачем ты увел нас из Египта, чтобы уморить нас жаждой вместе с детьми и скотом? Да, Вайцак, Моше, Эль-Данай. Дальше, пожалуйста. Моисей воззвал к Господу. Что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями. И Господь велел Моисею, выйди вперед, стань перед народом и возьми с собой нескольких из старейшин Израиля. Спасибо. Что будет с нами, с детьми нашими, со скотом нашим и так далее, и так далее. Там все в кучу свалено, да? И мы, и дети, и скот, и не суть, что здесь важно, что здесь приоритетно. То есть, что значит? Все поставлено с точки зрения физиологии на одну планку. Ну, понятно, прежде всего это мы, да? Дети это уж потом.
Потом идут дети, но это наше продолжение. Потом идет скот, нам же надо как-то жить, да? Но все это выставлено, ну вот заметьте, да, это взгляд не духовный, это взгляд критической степени физиологичный на одну планку. Все поставлено на одну планку. Мы, дети, ну чисто физиология. Почему так? Когда Господь сказал, что выведет народ, разве 10 казней египетских не побудило египтян отпустить? Почему евреи ропщут? Когда они вышли, и за ними погналась армия Египта, разве она не погибла? Разве она не погибла в водах этого самого моря, Красного или Тростникового? Почему же они ропщут? Когда они перешли море, разве манна небесная не опускалась на землю? Почему же народ ропщет? По какой причине? Ну, понятно, что не физиологические подробности провели их через... Вера их вела, вера в Господа, а Господь уже удовлетворял все необходимое. То есть Господь показывает людям, и в данном конкретном примере, и во всех остальных, о приоритетах, что важнее, что главнее. Что нам есть или пить, если человек все... Вы знаете, в эпоху благоденствия он не будет даже чувствовать себя, ну что есть, что пить, да, если постоянно об этом думает. В какое состояние себя человек загоняет, если постоянно обращает внимание только на свою физиологию. Да, плоть не надо забывать, но кроме плоти есть еще и душа. Ну как об этом-то можно забыть? И когда человек об этом забывает, это приводит к плохим последствиям. И возвал громко Моше Господу. То есть это, как всегда, крик. Вы помните эти крики, вы помните вопль народа, когда он страдал от египтян. И всегда Господь отвечает на эти крики. Что мне делать с этим народом? Вот представляете, такая 600-тысячная масса, которая тебе абсолютно не подчиняется. И еще немного они сделают то, что делают всегда со своими вождями. Обратите внимание, что судьба вождей у всех народов во все времена одинакова. Сначала их возвеличивают, а потом приходит глубокое разочарование. Не просто какое-то, а глубочайшее разочарование. И вот насколько человек был вознесен, настолько же его, вы эти циклы можете увидеть со всеми руководителями всех стран. Всех стран. И диктаторов, и освободителей, и так далее, и так далее. А под конец люди готовы побить камнями. Иногда даже при жизни своих руководителей. Это человеческая натура. И никуда от нее не денешься. Это мы. Это мы такие. 5 стих. И Господь велел Моисею: выйди вперед, встань перед народом и возьми с собой нескольких из старейшин Израиля. Да, Господь говорит это почему? Потому что то, что сейчас произойдет, этому должны быть свидетели. Все 600 тысяч, понятно, это могут не увидеть. Тут, извините, в портере не видишь, что происходит там на сцене, да, 600 тысяч уж точно не увидишь, не увидят. И поэтому он говорит о том, чтобы были взяты кто? Старейшины. Старейшины придут в эти рода и сообщат эту информацию. Такие провайдеры, да, для этой информации. Следующий стих. Возьми посох, Да. который ты ударил по водам Нила, и иди. Там, на Хореве, я стану перед тобой на скале. Ты ударишь по скале, и из нее потечет вода. Пусть народ пьет. Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. Да, вот в подлиннике, вот я стану перед тобой, там на скале Хореве, и ударь в скалу, да, и потечет из нее вода. Ну так не бывает, да? Подойдите к любой скале, сколько вы по ней пить не будете, если это пустыня, там так и будет пустыня, ничего не изменится. А вот он говорит, потечет вода и будет пить весь народ. И Моше так сделал на глазах у старейшин Израиля. 7 стих. А место это было названо Масса и Мерива, потому что там сыны Израиля упрекали и испытывали Господа, говоря: так с нами Господь или нет? Да. И нарек он это имя Масса, искушение.
И мирва, раздор, ссора. Из-за ссоры сынов Израиля. С кем они поссорились? С кем раздор? Да, с самим Господом. Потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь в нашей среде или нет? Как часто человек задает такой вопрос, когда с чем-то в своей жизни таким вот сталкивается. А где Бог? Причем это вопрошание не поиска, а это риторический вопрос. То есть человек внутри уже Бога отверг. И дальше задает этот вопрос, искушая Творца. И чаще всего не только перед собой, и перед окружающими. А где Бог, если такое творится? Ведь мы это часто слышим на самом деле. Это искушение и раздор. Имена, как вы понимаете, даются не просто так. Каждое имя, оно потом свидетельствует, ярко символизирует о том, что произошло на этом месте. Ну, искушали они Господа, и Бог дал им воды, да? Бог дал воды, вода пошла. Моисею дали, вода пошла. Бог всегда остается верным себе. Но противопоставление себя Богу не проходит, то есть Богу жизни, не проходит для человека бесследно. Народ, который ведет Господь, народ, который Господь, как он говорит, в Псалтире, как к ребенку относится к этому, да, и кормит, и питает, и выполняет все эти пожелания, как к официанту относится, то им мясо подавать, там, то молочные продукты, то еще что-то, то это. Этот народ противопоставляет себя, и тут же происходит нечто в истории этого народа. Только произошла что? Ссора и раздор, искушение, да? Только они произошли, и что мы видим в 8 стихе? Амаликитяне пришли в Рефидим и напали на сынов Израиля. Моисей сказал Иисусу: отбери людей, с которыми ты пойдешь на амаликитян. Да, спасибо. Вот смотрите, о чем говорит Моисей. Только народ вошел в ссору, в состояние ссоры и раздора, то есть душевного нестроения, расстройство душевное, духовное расстройство, сердце уже не с Богом, народ уже не с Господом. Бог остается верным себе. Мы об этом все время часто говорим, а народ нет. И смотрите, что произошло. И пришел Амалек. Это народ достаточно воинственный. Степной народ, пустынный народ. И воевал с Израилем в том самом Рефидиме, где они что сделали? Возроптали. Вот почему мы подчеркиваем связь между историей народа, судьбой человека и его внутренним состоянием. Уловите эту связь. Не потому человек становится каким-то таким, потому что жизненные обстоятельства его к этому привели. Потому что так сложилась судьба. Потому что там еще что-то. Мы с вами Иова проходили многострадального. Нет. Так сложилась судьба. Потому такое стечение обстоятельств, что вначале какой-то контакт отпаялся вот здесь. Вначале какая-то связь прервалась вот здесь. Ну, что-то с ней произошло. Помехи какие-то, еще что-то. Вначале сердце отпало от Бога. Следствием этого раздор и ссора в народе. Следствием это сразу нашествие на племенных. Война. Война. А что, войны возникали просто так? Вот они просто ни с чего вдруг есть злой, есть хороший. Разве? Разве? Отнюдь. И пришел Амалек, то есть сразу же началась война. Внутри, раздоры внутри народа неминуемо привели, мы говорим, вот сейчас недавно, 9 мая, мы что
справляли? Победу в Великой Отечественной войне. Да? Какое количество европейских народов воевало против Советского Союза? Но с другой стороны, этому предшествовала гражданская война внутри. Этому предшествовало какое отношение к своему народу? Повторять не нужно, да? Памятники о репрессированных стоят по всему постсоветскому пространству. Потом началась Великая Отечественная война. Да, это то есть как-то не просто так сложилось, не вдруг. Можно назвать это что? Стечением там политических обстоятельств. Можно усмотреть волю или попущение Всевышнего. Но если народ уже в таком состоянии, если просто за веру гонение, просто за веру, просто за имя христианин, еще какое количество, сколько там, 80 тысяч служителей церкви было репрессировано, а сколько простых христиан? Сколько просто мирян? Да, вот, Великая Отечественная война. Это как, не связано никак с внутренним состоянием? Тех же руководителей, тех же разрушителей этих устоев. 9 стих. Моисей сказал Иисусу: отбери людей, с которыми ты пойдешь на Амаликитян, а я завтра с посохом Божьим перестану на вершине холма. Да. Вот смотрите, кому он это говорит? Иисусу. Обратите внимание, Моше, взятый из воды, говорит это на иврите Ехошуа, да? Ехошуа — это что означает? Бог спасает. Обратите внимание, имя полководца, оно не просто так. Бог спасает. Битва в связи с тем, что произошло в среде народа. Это понятно. А как решить эту проблему? Каким образом ее разрешить? Опять вступается Господь. И что он говорит? Выбери мужей и выйди сразись с Амалеком. Завтра я стану на вершине холма, и помните тот самый посох, который превращался в змея, который... Мы говорили о символе власти, вот и что он означает. Вот с этим самым посохом, который Господь дал, опять-таки, повторяю, власть, которую дал Господь. Не просто Моисей там в силу стечения обстоятельств. Опять, власть, которую дал Господь. Вот с этим посохом я встану, где? На вершине холма. Это не просто стратегический, да, какой-то холм, где вот полководцы, военачальники соберутся, Иисус вот, он не будет там стоять, Иисус будет воевать. То есть это битва Господня. Воевать будет сам Иисус. То есть сам Господь, Егошуа. А это подняться над всем, что там происходит. Это очень важно всегда подняться над и увидеть перспективу не человеческую, а увидеть это глазами, которыми смотрит Господь. Вот он становится на холме. И что? Он будет с посохом, он будет молиться. Понятно, он не будет биться или драться, да? Но он с посохом поднимается над сражением. Он обращается к Богу, поднимаясь над человеческими страстями. 10-11 стихи. Иисус, выполнил приказ Моисея и вступил в сражение с амаликитянами, а Моисей вместе с Аароном и Ором стал на вершине холма. Когда Моисей поднимал руку, одолевал Израиль, а когда опускал Амалек. Да, вот как интересно. И было, когда с поднятой рукой держал Моше свою руку, одолевал Израиль. А когда опускал свою руку, одолевал Моше. Что значит воздетые руки? Когда Всевышнему полностью обращен человек. Ну, слушайте, Моисей во сколько лет стал вождем и выводит служитель, как служитель выводит народ? 80 лет. Понимаете, это, как это, напряжение, это не просто молодого какого-то человека, там, 80-летнего старца. Конечно, он не может
на протяжении всей битвы, битва начинается с зарей, да, на протяжении всего дня стоять и молиться. На протяжении всего дня мы можем совершать грехи. И на это у нас хватает сил, энергии. Но, предположим, вот как отец Олег Стеняев говорит, вот у вас пылится Священное Писание, да, на полке, а вы сидите, смотрите телевизор. Стоит вам только выключить телевизор и открыть Библию, как на вас нападают амаликитяне, и у вас то что-то болит, то что-то чешется, то вам что-то нужно сделать, то у вас какие-то мысли, то вот все, чтобы не читать. Закрывайте Библию, включаете телевизор до 3 ночи, до 4 ночи, до 5 ночи. А если там еще игра какая-то, да, ну так это можно сутками этим заниматься. То есть человек может тратить свою энергию на что угодно, как угодно и куда угодно, но только не на связь со Всевышним. Почему так? А потому что страсти, они, знаете, волнуют душу и мобилизуют энергию сильнее, чем вот эта вот, знаете, аскетическая деятельность. К аскезе себя надо понуждать. А вот страсти, они так быстро коммуникацию, да, с человеческой душой, раз и сразу в сердце. Блуд, раз и сразу в сердце. Зависимости, неважно, там, алкогольные, нарко, какие угодно, раз и сразу в сердце. Страсть денег, наживы, раз и сразу в сердце. Ничего принуждать себя не нужно. Все бьет очень быстро, контакт налажен, да, и все это очень работает. То есть на грех у человека энергии хватает, а вот на добродетели, Боже мой, и то болит, и это болит, и тут щемит, и вообще день сегодня не тот, и погода не так сложилась. Ну, в общем, отложим на завтра, то есть не сделаем никогда. И вот здесь то же самое, когда Моисей напрягался, побеждает. То есть, на что похож человек, когда он воздевает руки? Вот если человек встанет и возденет руки, это же крест. Это же самый настоящий крест. Ну, так человек устроен. Вот можете сами встать и проверить. А когда опустишь руки, устанешь висеть на кресте. Помните, как в той песне? Хочешь ходить по водам? Повиси со мной. Да? Вот. Когда опустишь, ну вот, побеждает Амалек. То есть человеческих сил недостаточно. Моисей не может быть искупителем. Какой бы он великий не был, он не искупитель. И здесь важно подчеркнуть, этот народ амаликитяне, это потомки Исава. Помните этого сына, да? Исаак, старший сын, вот там, вы помните всю эту историю. Вот. И вот от одного из его сыновей, Елифаза, да, такой народ сформировался, кочевой народ, жили грабежом. Ну, как грабежом? Что движется, то наше. То есть такой простой способ существования в пустыне. Да. Следующий стих. Но руки Моисея тяжелее. Да, человек устает, когда пытается для чего-то хорошего собраться. Дальше. Когда принесли камень, и Моисей сел на него. А Ор и Аарон стали с двух сторон поддерживать его руки. Да, здесь вот гур на иврите. Гур. И Аарон, ну вы знаете, брата, да? Где-то священное предание говорит о том, что, скорее всего, Ор или Гур был супругом Марьямы, сестры Моисея. Но это предание, у нас нет точных сведений о том, кто это человек. А Аарон и Ор — это приближенные, самые близкие к Моисею, которые поднялись вместе с ним. Вот как говорит в Новом Завете Господь, какое количество людей необходимо минимальное, чтобы была церковь? 2 или 3 собраны во имя Мое. Да, Моисей не один предстоит, он собрался с кем? Поднялся туда. С Ором и Аароном. Их как раз сколько?
трое. Трое – это тот минимум, да, как говорят святые отцы, где одиночество единицы преодолевается, а противостояние двоицы тоже преодолевается. Вот 3. Мы даже в физике так говорили часто. Почему вот 3 ветви власти? Потому что это минимальное количество ножек, на которых может устоять плоскость. 3. Как бы и больше не особо нужно, и меньше как бы не особо нужно, да? Вот, 3. И здесь то же самое. 3 члена церкви, они молятся, и этого вполне достаточно. Нет никакой необходимости там, чтобы еще кто-то присутствовал, да? Это минимум. А чем они помогают? Они помогают в молитве. Он стоял. Они подставили под него что? Камень. Камень. Они подставили под него камень, чтобы он смог сесть. А когда он сел, оказался вровень с ними, они подняли его руки. Они как та перекладина на кресте, какая горизонтальная. Они держали, они помогали. Это очень важно. Когда ты видишь, что с твоим ближним что-то происходит, твоя задача не добить его, а помочь. Первая помощь, первая скорая помощь, которую может оказать человеку какая? Молитва. Молитва, потому что прийти на помощь сначала нужно внутри себя. Это молитва, и они помогают Моисею в молитве. А под него подкладывают камень. Да, вот это изображение, если вот хотите, их много изображений на этот счет, это вот в центре Моше, Аарон, вот они держат его руки, они помогают ему. Они помогают ему в чем? В молитве. Самые близкие люди, самый тот минимум существования церкви помогает что сделать? Сохранить единство с Богом. А зачем нужна церковь, друзья мои? Зачем экклесия, собрание людей? Для чего рядом человек? Вы больше не рабы, говорит Господь, вы присные Богу и друг другу кто? Как мы называем? Братья и сестры. Братья и сестры. Призывая людей на Великую Отечественную войну, так глава, кажется, обратился страны к людям впервые. Братья и сестры. Да? И вот камень. Ефрем Сирин говорит, одолевали сопротивные, то есть амаликитяне это противный народ, одолевали сопротивные народы и побивали тех, которые постоянно роптали на Бога и на Моисея. Моисей воздвижением рук и жезлом у груди явственно изображал знамение креста. Иисус трудился на поле битвы. Друзья мои, Иисус всегда трудится на поле битвы и брани. Моисей молился на горе. Когда народ увидел, что Моисей опускает руки, тогда нападал на него ужас, и бежал он от лица врагов. Когда Моисей воздвигал руки, тогда народ укреплялся и наступал на врагов. Это толкование преподобного Ефрема Сирина. Да, вот Хур поддержал его руки с двух сторон. И давайте обратимся, все-таки у нас Священное Писание едино. Иисус говорит в Новом Завете. Разве вы никогда не читали в Писаниях? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Господь. Как это удивительно в глазах ваших. Поэтому я вам говорю, что Царствие Божие будет отнято и отдано народу, который приносит плод. Кто упадет на этот камень, разобьется вдребезги, на кого он упадет, того раздавит. Это Евангелие от Матфея, 21 глава. Камень – это образ Христа. Егошуа воюет на поле брани, но Егошуа – это основание, фундамент молитвы пророка Божьего. Это камень, на котором он почивает, потому что стоять не может. Человек устает,
Он падает, это свойственно нашей природе. Но куда он падает? Он падает в объятия Господня. Он падает в объятия церкви, тех, кто стоит рядом. Можно разбежаться, вот как часто делают, да, и прыгнуть в собрании людей. Поймают они тебя или нет? Если церковь, поймают. Если расступятся, ну разобьешься, значит, ты не в церкви. И значит, это не церковь. Господь поддержит всегда. Господь не предаст никогда. Следующий стих. Пока не зашло солнце, руки Моисея были воздеты, и Иисус одолел Амалека. То есть смотрите, как битва сколько идет с рассвета и до заката. А все еще нужно держать руки. Далее. Господь сказал Моисею: напиши в книге, чтобы не было забыто, и возвести Иисусу: я сотру Амалека с лица земли, и имени его не останется. Так. Моисей воздвиг жертвенник и назвал его Яхве Ниси, и сказал: это значит Господне знамя в руке. Да, спасибо. Значит, смотрите, в подлиннике опять. Обессилил Егошу Амалека, да, обессилил, то есть лишил его вот возможности вот этого динамического сопротивления. Острием меча, херет это кремниевый нож, меч зубило долота. Значит, мечом обессилил. Псалтырь так и говорит: да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руках их. Что касается, это 149-м псалом, царя Давид, что касается апокалипсиса, как все закончится. Да, будет антихрист, да, будет отступление, да, будет мор, да, будет гибель народа, но конец какой? Всеобщее уничтожение людей? Нет. И увидел Иоанн всадника, он держал в правой руке 7 звезд, из его рта выходил обоюдоострый меч. Христа увидел. Это то, что мы называем вторым пришествием. Лицо его было подобно ярко сияющему солнцу. Обоюдоострый меч – это то, что вы держите в руках. Это Слово Божие. Антихрист и его войско уничтожено обоюдоострым мечом. Словом Божьим. Словом истины. Людям это мало ведомо, мы много врем в своей жизни, и силу истины не особо как бы осознаем, но бывает, и потом мы часто говорим, что правда режет, правда колет. Откуда эти образы? Обоюдоострый меч, разделяющий до самых суставов, до основания, разделяющий душу от духа. Это очень серьезная метафора. Что касается амаликитян, Израиль неприкосновенный народ, амаликитяне на него напали. И Господь что говорит? Запиши это в книгу. Какую книгу? Которую вы держите в руках. И внуши Егошуа, тому, кто воевал, что я бесследно сотру память этого народа с поднебесья. Это было во времена еще только завоевания. Пройдет 40 лет странствия по пустыне. Пройдет эпоха судей. Это 400 с лишним лет. То есть около 500 лет пройдет с тех пор. И смотрите, мы с вами читаем первую книгу Царств. Это когда Самуил помазал Саула, первого царя Израиля. Смотрите, о чем здесь идет речь. Самуил сказал Саулу, это книга Царств, 15 глава, 1 стихов. «Я тот, кого Господь послал помазать тебя царем над народом Израиля. Выслушай теперь весть от Господа». Смысл пророка мы говорили, в чем заключается. Не будущее будет вещать, а открывать волю Божию. Так говорит Господь сил. Очень интересное его слово Цебаот, да? Господь сил. Не твоих сил. Он Господь сил. Я накажу амаликитян за то, что они сделали Израилю. Прошло 500 лет, вот слушайте. Преградив путь израильтянам, идущим из Египта, ступай,
напади на амаликитян и полностью уничтожь все, что им принадлежит. Не щади их, предай смерти мужчин и женщин, детей и грудных младенцев, волов и овец, верблюдов и ослов. Саул призвал народ и собрал их в Телаиме. 200 тысяч пеших воинов и 10 тысяч воинов из рода Иуды. Саул подошел к городу Амалика и устроил засаду в долине. И он сказал кинеям, союзникам: уходите, оставьте амаликитян, чтобы я не истребил вас вместе с ними. Ведь вы оказали милость израильтянам, когда они вышли из Египта. Кинеи ушли от амаликитян, Саул их разбил, вот на всем пути от Хавилы, и взял Агага, царя амаликитян, живым, а весь народ полностью истребил мечом. То есть пророчество сбылось через 500 лет. Я истреблю этот народ, говорит Господь, который первым напал на вас после выхода из Египта. Не проходит еще и 500 лет, и первый царь Израиля полностью уничтожает амаликитян. Стирает его. Кто-нибудь знает, где живут амаликитяне? Никто не знает, что это за народ. Да? Тот стерт с лица земли. Так исполнилось пророчество. А он берет жертвенник и ставит там сигнальный шест, знамя. То есть по каждому поводу, естественно, ставится какой-то памятник. Если мы сегодня ставим памятники всем событиям, более-менее важным, да, в нашей стране, с нашим народом, с нашим обществом, с отдельными людьми, с личностями, то естественно, что и по поводу таких событий, конечно, в древности тоже ставились алтари, мизве и вот сигнальные шесты или знамя. А дальше, последний стих прочтите. Моисей воздвиг жертвенник и назвал его Яхве-Ниси, и сказал: это значит Господне знамя в руке, война Господа с Амалеком из рода в род. А вот интересно, война с Амалеком во всех поколениях, странно, да? А амаликитяне будут уничтожены. Почему Моисей говорит, что из рода в род будет война у Господа с амаликитянами? Ну это как нечистая сила. Совершенно верно. То есть Амалик — это символ кого? Кто противостоит. Господь выводит свой избранный народ, и на избранный народ кто-то покушается. Конечно, это не просто какое-то кочевое племя, да? Из рода в род — это то предсказание, которое было в Эдеме. Родить сына, и будет война между змеем и твоим потомством. Оно всегда будет, постоянно будет. Тот будет жалить в плиту, а этот будет поражать в голову. Да? Поэтому змея часто поражающую голову изображают. Вот теперь, когда мы с вами познакомились с этой историей выхода и вот первыми битвами израильского народа, да, молитвенного стояния, когда Моисей воздвигал руки в форме креста, уставал, опускал, когда его посадили на камень, символ Христа, и поддерживали руки, то есть помогали в молитве. Когда мы с вами со всеми этими познакомились вещами, мы должны как-то подытожить. Мне так кажется. И итог, конечно, раз мы говорим о битвах и войнах, то итог о битвах и войнах. Какого рода итог? Мы воюем постоянно. У христианина нет передышки. У нас нет момента, когда... Но означает ли это, что мы изнываем в битвах, что мы падаем обессиленными, что у нас уже нет никаких... И мы входим в состояние, когда «оставьте меня, я больше не хочу» и так далее, и так далее. То есть состояние депрессии. Означает ли это, что мы в этом состоянии находимся? Да, если мы действуем от лица только себя. Полагаемся только на, безусловно, мы ограниченные существа. Нас можно привести в состояние, при котором и силы, и желания нас покинут. Это можно сделать, и не так сложно. Вопрос в другом. А если это христианин? Можно ли? Мы только что говорили о женах мироносицев. Кто пронес веру через вот эти вот периоды гонений и запретов церкви?
Кто мог ожидать от женщин? Кто? Что женщины сохранят церковь? Это тех, которых на порог не пускают, платки на голову натягивают, юбки должны носить такие, рукава всякие. Что там у нас еще? В алтарь заходить женщине нельзя, таинства не совершают, к священству отношения не имеют. Ну, то есть масса ограничений. Самое слабое существо – это женщина. Да? Оно как-то вот выдворено как бы за пределы, да? Вот, и религиозной в том числе жизни получается, да? А что же это такое? Сохранила-то веру именно она, женщина, вот эта бабушка. Бабушка веру сохранила, они там вообще пенсии получали 10 рублей, вот. Они веру сохранили. Вот эта мать, вот эта сестра, вот эта дочь, они сохранили веру. Ну, то есть вы сохранили веру. Да? И вот я хочу в связи с этим обратить ваше внимание на послание апостола Павла к Ефесянам, вот эту самую 6 главу. Давайте вот мы посмотрим про эту войну, которую постоянно ведет христианин. Постоянно. В заключении, говорит апостол Павел, хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Давайте обратим внимание на стратегию и на тактику. Всякий воин, особенно если это офицер, особенно если старший офицер, вообще выпускник какой-нибудь военной академии, он должен что? Со стратегией, тактикой, баллистикой, ну, со многим количеством разных предметов быть знакомым. И мы тоже, если мы ведем войну или брань духовную, тоже должны уметь с вами что делать? Опытно к этому подходить. Ну, мы же не дети, мы же уже за Христом идем, мы же поколение, которое за Христом, тем более за 2000-летней историей чего? Подвигов святых людей, в том числе и жен мироносец. Это для нас не что-то необыкновенное. Итак, первое, в чем стратегия заключается? Укрепляйтесь в Господе Его мощью. Что значит Его мощью? Я вам сделаю, я для вас выполню, там, зуб даю, еще что-то. Не верьте этому. Не надейтесь на князе, на сыне человеческие, в них же есть спасение, то есть в них нет помощи, говорит царь Давид. Царь Давид знал, когда говорил о чем, да? Здесь то же самое. Когда вам обещают горы, вот это вот все будет, безусловно. Будьте аккуратны. Когда вам обещают это, неважно, в бизнесе или в военном ли деле, там, в политике, не имеет значения, человек есть человек. Укрепляйтесь, полагайтесь на Господа, Его мощью и силой. Почему? Это генератор, который всегда дает энергию. Это не Ургес, не какая-то там станция, которая может вдруг полететь. Да? Все, что человеком сделано, может полететь. Плотину может снести, забор может снести, да? Провода вон рвутся. То есть мы видим, что... А вот то, что сделано Господом, оно не летит, оно сбоев не дает. Поэтому укрепляться в Боге Его мощью, Его силой, то есть благодатью. А как? Христианин должен надеть на себя вооружение. Вы этих рыцарей средневековых видели, которые по 50-250 килограммов на себе носят, у них все закрыто, они ничего неплохо видят, у них на руках перчатки, все. Вот. Такую же броню должен надеть человек. Разница в чем? Она ничего не весит. Броню, которую дает Господь, она в граммах даже не исчисляется. Давайте посмотрим, что это за броня. Наденьте на себя вооружение, которое дал Бог. Ну почему вы ходите? Ну вот собака на вас кидается, ну возьмите палку. Вам же дают палку, да? Ну вот муха мешает, возьмите мухобойку, да, вот. Я не знаю, что вам мешает. Трость, палку. Человек, когда идет, всегда берет с собой, на что он может опереться, если у вас дальняя дорога. Слушайте, возьмите оружие. Мы уж на Кавказе с вами находимся, но никогда огнестрельное или холодное оружие не мешало человеку, да? Но почему оно было? Оно обеспечивает безопасность. Если мы таскаем с собой постоянно все эти, простите, автоматы, пистолеты, ножи, все это увешано, но взять вооружение Господне, которое ничего не весит, неужели сложно?
Но зато защита-то какая будет в жизни. Давайте посмотрим, какая. Вооружение, которое дал Бог, чтобы вы могли что сделать? Устоять перед происками дьявола. О дьяволе Давид говорит, он ходит как рыкающий лев, скимет, молодой лев, ищущий кого поглотить. Всех покусать дьявол не может. Если ты не защищен, вот с той стороны, с которой не защищен, обязательно куснет. Иногда очень больно, иногда с кровью. Каким образом можно от этого защититься? Я вас очень прошу, наденьте эти доспехи. Носящие сегодня пуленепробиваемые жилеты, да, какие-то очень тонкие делают, совершенно прям талию облегает и так далее, и так далее. Ну, духовный жилет наденьте, духовную защиту оденьте, не ходите без нее. Мы маски надеваем, которые нам не помогают ни от каких инфекций, но мы их носим, как бы защищаясь от какой-то пандемии очередной, да, вот, которая вдруг сколыхнула там полмира. Вот. Но духовно это надеть можно? Или покупать в аптеке не надо? Это очень просто. Итак, почему надо одеть? Наша с вами битва – это не против плоти и крови. Нам не нужно ни кольнуть в сердце, ни печень ударить, там, ничего этого не надо. Мы с плотью и кровью не воюем. Поэтому ни монахи, ни христиане, они не носят оружие. Мы не воюем с плотью и кровью. У нас пусто на ремнях. Здесь висят другие орудия, совершенно иные. Какие? Мы боремся против кого? Против начальств, против властей, против владык этой тьмы и против духа зла на небесах. Это совсем другая война. Против начальства, это иерархии бесовских сил. Почему человек совершает преступление против ближнего? Да, когда на тебя там нападают кастетом, оружием, пистолетом, автоматом, танком или еще чем-то, конечно, ты вынужден стрелять. Брань в чем заключается? Почему нападает? Одержим чем-то. Сначала программа какая-то должна в этого человека. Не может человек просто взять оружие и пойти убивать другого. Это во время любых боевых действий как бы понятно, поэтому стимулируют разными способами. Первый способ какой-то – настроить человека на убийство другого человека. Это же не просто сделать. И здесь элемент сатанизма очень силен. Просто так человек убить человека не может. Значит, нужно что-то изменить внутри него. Наша брань не против пистолетов и автоматов, она против вот этой самой программы, сбивающей что? Связь сердца с Богом. Вот против чего мы воюем. И если бы во время боевых реальных действий у нас на Кавказе, у нас в Абхазии священнослужители, руководители церкви, руководствуясь этим совершенно простым евангельским постулатом, все было бы совершенно по-другому. То есть не выступали бы на стороне этих самых начальств и сил злобы поднебесной. Зачем в топку зла подкидывать поленья? Для чего разжигать огонь ненависти? Тогда человек стреляет, да, очень долго, и очень много людей гибнет. Битва духовная намного более серьезная. Победить можно, ладно, в плотской войне. Ненависть убрать нельзя. Но мы все это прекрасно видим. Смотрите, возьмите все Божье вооружение. Вот все, ничего нельзя оставлять дома. Да? Вот человек, когда собирается на охоту, все вооружение, да, или на войну берет, то же самое и христиане. Берите все оружие, все. Все берите. Вам и «Катюши» понадобится, и авиация понадобится. Все берите. Но в данном случае образ римского воина. Это 2000 лет назад писалось. Конечно, там нет лазерных мечей там, или каких-то ядерных бомб. Здесь другие образы. Смотрите. Для чего? Чтобы противостоять злу, когда оно пойдет в наступление. Выстоять и преодолеть. Смотрите, во-первых, встаньте твердо. Что нужно сделать человеку? Встать двумя ногами твердо. Основание кто является?
Камень краеугольный кто? Христос. Двумя ногами встаньте на него. Основанием пусть будет сам Христос. Не то, что там я вот сделаю. Нет, нет, нет. Вот что говорит Христос, вот это пусть будет основанием. Встали твердо, двумя ногами. Но это что называется? Это стойка. Ну, мы в любой позиции, да, когда выходим на ринг, главное это принять стойку. Вот эту самую стойку твердую мы принимаем. Но на ринг мы, простите, без штанов не выходим, да, вот, одевать же что-то на себе надо. Что нужно натянуть? Пояс какой? Истины. Познайте истину, говорит Господь, и истина сделает вас свободными. Вы же, когда боретесь или когда выступаете на ратном подвиге, вы же свободно себя должны чувствовать. Если вы чем-то скованы, у вас что-то там болит, закрыто или связано, вы не сможете бороться. Вы должны быть свободны и в своих манипуляциях руками, ногами и так далее. Вы должны чувствовать себя свободно. Кто есть истина? Истина есть Христос. Значит, пояс истины – это что, нужно же подтянуть все, что здесь есть, да, чтобы не упало. Вот, портки не должны мешать во время битвы, то есть вы должны быть готовы быть со Христом. Это готовность. Надевайте броню, панцири нужны. Ну, чтобы вас не пробило. Дьявол, когда стреляет, еще раз повторяю, бьет очень больно и бьет очень глубоко. Нужна броня, чтобы отражать. Броня праведности, святости, правильности. Кто у нас праведный? Кто у нас правильный? То есть, когда я говорю, я прав, права, я праведен, праведно, я всегда прав или права, это моя праведность. Знаете, как легко пробивается? Вообще даже стрелять не надо. Все летит, рушится и очень больно. Значит, праведность чья? Святость чья? Христа. Вот эту экипировку себе представьте. Стоите вы на камне Христе, одеваетесь в истину, а праведная броня у вас Его. Пусть стреляет. Почему пусть стреляет? А по кому дьявол стрелять будет? По Христу. Кто из них победил? Мы поем на Пасху. Кто победил-то? То есть понятно, да, что мы прикрываемся надежным союзником, которого пробить дьявол, может, он уже проиграл. Это об этом мы еще вернемся. Далее. Броня праведности. Ноги что? Вот мы встали, но мы же не босыми ногами стоим, да? Босыми ногами далеко не повоюешь. Ноги обув. А во что обув? Готовность возвещать радостную весть. Это Евангелие. О чем это Евангелие? О мире. О чем это Евангелие? Оно о настоящем мире, которое возвещает кто? Господь. Почему она радостная весть? Представляете, вот какой образ? Вас стреляют, вас пытаются сжечь, вас пытаются уничтожить, вас пытаются разорвать. Вы чем отвечаете? Вы одели обувь, да, то есть готовы к благовествованию чего? Мира. Вас пытаются уничтожить, а вы отвечаете радостной новостью о мире. Никакой порошковый огнетушитель так не погасит пожар, даже на Турдамске, да? Как радостная весть о мире гасит нестроение человеческой души, расстройство человеческого духа. О мире, о примирении с Богом, с людьми, с миром, с самим собой. Никакая другая. Кроме того, возьмите щит веры. Вот щит в древности он был какой-то деревянный щит с много слоев кожи, да, на нем. Щит прикрывает от чего?
броня, панцирь-то на вас есть, это от стрел. А еще вот нужно прикрыться от ударов, там мечом, копьем могут ударить, да? Это удивительно. Щит веры прикрывает вас всегда. Вера. Поэтому главный удар дьявола – отобрать щит. Заметьте, как только мы остаемся без щита, как то мы обезоружены, у нас все, как, с чем вы выйдете? Вы легко защищены, да, и вот сзади ударят, сбоку, щит прикрывает со всех сторон. Вера христианина прикрывает его от всех ударов со всех сторон. Сверху и снизу, справа и слева, сзади и спереди. Зачем? Вы можете им погасить горящие стрелы дьявола. Вот уж как бы. Ну, голова у нас открыта, да? Голова не может быть открыта. Здесь ум. Наденьте шлем спасения. Что это такое шлем спасения? Друзья мои, человеческая природа исцелена. Не исцелится, исцелена. Человеческая природа освящена. Не осветится, а уже освящена. Человеческая природа приведена одесную Бога, ближе уже творение не может быть. Да? Господь воссел в человеческой природе одесную Бога Отца. Что может быть выше? Человеческая природа уже полностью преображена во Христе. Повторяю, не преобразится, а наш руководитель и наш вождь уже это сделал. Вот этот шлем прикроет мозг. Ум, простите. Это уже произошло. И, наконец, вы же тоже должны ударять. Но вы же не будете пассивно получать удары. Какие удары нужны? Возьмите меч от Духа. Какой этот меч? Слово Божие. Не от себятина. Чтоб ты, чтоб тебя, чтоб с тобой. Это когда мы желаем чего-то. Слово Божие. О котором говорят все апостолы, когда обращаются к церквям. Кого нужно назидать? Назидайте. Кого нужно укреплять? Укрепляйте. Кого нужно обличить? Обличайте. Кого нужно поддержать? Поддержите. Это же все делается от чего? От Бога любви. То есть пасите паству, да? Пасите паству, если вы пастыри духовные, настоящие пастыри, так, чтобы ни одна из них не погибла. Не себя пасите, как еще в Ветхом Завете сказано. Разжирели эти пастыри, они пасут себя. Не себя пасите, паству пасите. Добрый пастырь, он что делает? Он жизнь свою отдает за овец. Вот это добрый пастырь. А наемник, он что делает? Бежит. Это не его овцы, что он нанялся там, где-то еще наймется. Сегодня в этом храме, завтра в том, послезавтра в третьем, послезавтра в 10-м. И так он может менять храмы. А людей это его вообще не интересует, те, кто туда ходит, за исключением материальной стороны вопроса. Итак, это Слово Божие. Это не себятина, это откровение, Слово Божие, это Евангелие, это Ветхий и Новый Завет. Как говорит Бог с людьми, мы с вами уже на протяжении нескольких лет наблюдаем. Как говорит Бог с людьми. Вот так же и люди должны говорить друг с другом. Вот это язык, настоящий язык общения. И, наконец, молитесь всякими молитвами и прошениями. У нас много прошений. Но как молитесь? Во всякое время в Духе. Помните,
помните, когда мы в Евангелии, когда мы в Новом Завете читаем о том, что сам Дух Святой молится в нас, обращаясь к Богу Авва Отче, мы с вами говорили, эта тавтология говорит такое более мягкое отношение к Богу, которое можно перевести как папочка, папуля, что-то вот такое. Никакая религия к Богу папочкой не обращается. Это невозможно. Бог — это судья, творец, там все прочее. Какой папочка? Почему мы можем это сказать? Мы не можем. Мы грешники, мы не можем. Но Дух Святой в нас, производящий молитву, усыновляет нас Отцу Небесному, к которому мы обращаемся, мы каждый раз читаем эту молитву. Отче наш. Ну как это к Богу обращаться, Отец наш? Или Авва Отче, папуля, папочка. Это невозможно. Это невозможно по человечеству. Но в Духе Божьем молитвами и прошениями, то есть и обращаться, и просить, мы не просто должны так вот, мне сейчас нужен там хорошая работа, сбросить лишних 30 килограммов, возможно, там, я не знаю, что там сейчас, какая-нибудь техника, какой-нибудь гаджет, ну что, к чему стремятся, там, одежда, да, что-то еще, там, не знаю, дом, квартира, машина, не знаю, дача. Вот, это не те вещи, которые Бог просит, но это те вещи, которые человек просит, да, человек просит именно этого. И вот он нас предупреждает, в Духе Святом просите, чтобы Дух Святый просил, тогда вы будете знать, что вам просить. Да? Вот давайте еще раз определим. Почему? Потому что когда ты говоришь Богу папочка, Авва Отче, как говорит, да, ну, мы приходим там, папочка, мамочка, ну, мне нужно то, мне нужно это, и вот папочка, мамочка, они там в автомобиле, квартиры, там и все прочее, гаджеты, там все, что необходимо, да, вот дают. Но это когда ты так обращаешься. А когда Дух Святой в тебе обращается, Он просит только то, что тебе необходимо и потребно. Исходя из того, что Бог есть любовь, исходя из того, что Он уже победил смерть, исходя из того, что Он уже победитель, а мы пользуемся плодами победы, а не поражения. Исходя из того, что вечность уже нам покорилась. Мы в песне как пели? Мы покорять пространство и время, да? Оно уже покорилось. Его не нужно покорять. Оно уже под ногами. И вот он заканчивает. Для этого бодрствуйте. А почему бодрствовать необходимо? Потому что все, о чем мы сейчас говорим, все, что мы слышим в храме, вышли мы за пределы храма, подул ветерок этого мира и снесло это все с нашего сердца, как фейри смывает любой. Да, вот, все, и ушло. И мы опять в этом миру, и мы опять чего-то боимся, мы сомневаемся, веры у нас. То есть что происходит? Мы, когда входим, когда молимся, когда просыпаемся даже, надеваем все эти облачения, а когда выходим, их снимаем. Кто на улицу голым выходит? На улицу выходят одетыми, именно потому, что уличная среда окружающая, она для нашего тела неподходящая, нужно быть. Вот именно об этом говорит апостол. Бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Кто такие все святые? Это все вы. Поэтому молимся мы и бодрствуем за всех нас. За всех, без исключения, нас. И, на этом позвольте закончить. Это и есть смысл духовного, душевного делания. Это и есть то основание, которое, во всяком случае, должно проповедоваться священнослужителями. Это и есть то, что содержит в себе тех, кого мы называем искусными в духовной жизни. Как к этому прийти? Мы их называем геронда, старцы,
еще какими-то разными, да, наименованиями. Это и есть смысл, для чего создаются монастыри, храмы. А чего в них приходить-то? Ради чего? Ради того, чтобы быть победителями. Ради того, чтобы в Духе Святом находиться, уже в вечности. Не когда-то там, а уже здесь и сейчас, как говорил Николай Ковасила Святой. Основания праведности и святости полагаются в этой жизни, они не полагаются после смерти. В этой жизни, здесь и сейчас. И вот этот шаг, для христианина, который забвению подвержен, да, и по памяти, по прочим, а что, есть вот каждое воскресенье служба. Литургия для чего каждое воскресенье? Это цикл, который нам напоминает постоянно. Христос анести. Кирса Дебзахейт. Христос воскресе. Спасибо.